Ну, здравствуйте, друзья, товарищи. Выехал на улицу сегодня, долго уже сидел дома. Сегодня решил прогуляться. Здесь прогуляюсь, сумкой не будем сегодня кататься. Прокачусь я до дяди Миши, что он там делает. Посмотрю, поздороваюсь хоть. Вот так. Ну и подышу свежим воздухом, как говорится. Не век же потом дома сидеть. Сегодня испытываю жилетку, вернее, да. Я еще не включил даже, да, а уже тепло. Потому что там такой материал какой-то, ну, теплоизоляцию держит. И очень даже вот ощущаю, что тепло. Даже не включив. А когда включу, это понятно уже будет, что тепло. Ноги в тепле, тело тоже. Голова, не знаю пока. Надо будет съездить. Да, надо будет съездить до дяди Миши и посмотреть, как будет дело. Умка, пускай сегодня она на тросе, пускай на тросе и сегодня целый день бегает. Но она увидела меня, все, думает, что я поеду опять на поле, на прогулку. Нет, сегодня не поеду. Если Маша там... Маша, наверное, не поедет, нет? Маша говорит, вот так делает. Это она снимает. Говорит, не поеду. Ничего, побегает. Трос длиной там 80 метров. Ну, 40 метров туда, 40 метров обратно. Ей хватит, побегает и это самое. Прогулка есть прогулка. А самки еще не сделали, даже заказ еще не сделали мастеру. Когда самки будут готовые, нормальные, можно и Машу там приучать к этим самкам. Ладно, друзья, я съезжу. Сейчас покажу еще Умку вам, как она и что там делает на тросе. Но она нервничает очень сильно. Думает, что я должен взять ее на прогулку. Но я буду ехать по центральной дороге и не возьму. Это очень опасно. Вот, друзья. Ладно, я поехал. Сейчас к Умке завернем еще. Так, вот наша бандитка. Да я не возьму сегодня. Не поеду я с тобой сегодня. Не поеду я сегодня с тобой. Не поеду я сегодня с тобой. Не поеду. Умка. Умка. Не поеду я сегодня. Ничего себе ты камеру сразу ударила. Ты что? Что? Не поеду я с тобой сегодня. Иди гуляй там. Ладно, друзья, поехали. Иногда буксую. Не знаю, как сегодня буду ехать я. Ух ты. Так. Поехали к дяде Мише, как уже говорил. Звук записываю на отдельное устройство. Не знаю, как там будет передавать. Тут расчистили все, опасно, скользко. Я так думаю, очень скользко. Не знаю там, что там дядя Миша делает. Может, даже вообще не дома он. Мой друг, как обычно, ждет меня. Сейчас будет лаять. Укусит или нет? Видите, как? Ух, душа в пятки. Да, чалам. Душа в пятки уходит. Я знаю, что он не укусит. Но, как говорится, все равно, душа в пятку уходит, когда такая овчарка, не овчарка, но полуовчарка, но там много из овчарки генов набрасывается. Так. О! Дядя Миша здесь.
Здорово, дядя Миша. О, Алексей Иванович или нет? Да. Снимаю работников тыла. Дядя Миша дрова пилит. Привет скажи друзьям. Да, и повернись. Что, сломалось что-то, что ли? А, шина капут, шине. Сколько лет уже используется, может, да? Да? На Куминва? Да? Да. Но это запчасть, наверное. Не родное. Родное это долго используется. Здорово, бандит. А мы тебя дугден филичин-то, да? А. Вчера филил даже. Вчера филил тоже. А. Вон пила сломалась там. Ёрш это что? А, вот такие шипы, чтобы пилить. И, говорит, заказал в интернете, Миша, дядя Миша, и не пришли. Но магазин заказал, а они-то в интернете заказывали. И это закажем. Пила эхо или как называется? Закажем, сами закажем. Без проблем. Вот такие дрова, короче говоря. Это пачка где-то кубов. Сколько кубов, дядя Миша? 10. 10 кубов. Дядя Миша пилит, а Алексей Иванович там колет. Алексей Иванович, ага, покажись. А я покажу потом в интернете, я покажу, как ты дрова колешь. Да, привет передай. Скажи, всем привет, дорогие друзья. Не хотят наши сниматься, конечно, но я поснимаю. Ничего тут плохого уже нету в этом. Но у дяди Миши там проблемы. У пилы там шина греется, говорит. И да, там он показал, да, кончик шины, это, синяж. Ну-ка покажи, там я видел, где синий там. Прямо вот сюда покажи. Вот сюда, наконечник вот сюда, вот, камеру покажи. Вот. Вот это шина у пилы. И она там уже, я смотрю, синяя вся, да? Да? Все, это только выбрасывать. Звездочка там на кончике шины. Капут. Вот. Я сегодня это в жилетке согревающей. Согревающей жилетке. Да, греет. Тепло. Кипиш. Рукавицы еще заказал, да, вот. Не тебя сейчас спрашивать, рукавицы не пришли еще. А мягко что-то узяг? Топодан да сейчас, аки сейчас, Миша. Вот такое производство. Сразу пилят, сразу колят. И сразу туда отвозят. Вон. Там другой уже кольщик отвозит и складывает эти дрова. Помогает соседке. Тут у дяди Миши она соседка. Вот. Пенсионер уже. Сейчас я домой поеду, да сразу и посмотрю в интернете. Эхо CS 4200 есть. О, 4200 есть? Эхо CS?
Почему? Не забуду я. А, şunu asayı закажет Николада. А, ёрш. Ну, а ёрш из куджи. Как по-русски этот ёрш-то? Ёрш есть? Не ёрш же. В интернете же ёрш. Ёрш придет, ёрш рыбачить будешь. Я поеду сейчас домой, да заеду, так сразу и посмотрю, без проблем. Ладно, друзья. Дядя Миша, он пилит дрова. Особенно разговаривать им некогда. И я поеду домой уже потом. Все. Посмотрел. Живой, здоровый. Работает. Соседке помогает. Вот. Ему еще вот столько пилить. Вот столько пилить. О, много еще. Я забыл цифры, какие ты назвал. Цифры забыл? А, 4200, да. Все. Вот такой фронт работы у дяди Миши. Вот такой. Ну, тут работает не один, конечно, но сначала пилит, потом бросает. А мы сейчас пилить все равно удаланда, мы куда манит не сетены. Поеду, короче говоря, все. Поеду обратно. Работай. Я себе еще дрова не привез. Транспорт стоит. Так, я себе еще дрова не привез. Так, друзья, свернули уже домой. Где наша бандитка там? Вот она, вот. Вот она настоящая бандитка. Бандитка. Ты бандитка. Не буду я тебе это самое. Нет. Хватит. Смотрите, какая она смирная, когда это хочет. Ну, вернее, когда не бесится. Она очень такая смирненькая. Вот смотрите, сидит. Смотрите. Настоящая хаски. Видите, даже разговаривать умеет. Да? Ау. Умеешь разговаривать? Нет? Ну-ка. Ау, умеешь? Да? Ау, умеешь говорить? Нет? Так ты говоришь, да? Ау. Да перестань свой хвост кусать. Хвост свой кусает. Ау, умеешь говорить, да? Ау. Ау, говорит. Нет, сегодня есть побудь. Она ведь туда вот может вот до самого амбара бежать. Она бегает. Просто я здесь стою, вот она потом ко мне. Думаешь, что на санках будем кататься? Нет, сегодня не будем. Хвост кусает. Хвост себе кусает, блин. И успевает поймать. Раз. Все, друзья, нагулялись, все, поехали домой. Ну, друзья, я заехал домой уже. Сейчас буду кушать голубцы. Маша приготовила голубцы. Буду кушать голубцы. Несколько слов скажу, ну, так сказать, сегодня я
Я же говорил, что испытывал жилетку на прогулке. Ну, тепло. Я не включал на самую большую мощность. Даже я включил на самую маленькую мощность. Там 3 ступеньки. Ну, сильно согревающая, средне согревающая и очень слабо согревающая. Я сначала вообще не включил. И там согревающая какая-то фольга, что ли, и ощущение тепла. А когда включил на самый маленький, мне очень, ну, тепло, греет. Всю прогулку нормально было, ничего не продувало. Ветер держит, ну, то есть, вот эта жилетка, там материал такой, что ветер не пропускает. Очень, ну, тепло. Но в то же самое время, честно скажу, как-то мне некомфортно. Вот. Она греет. И вроде тепло, и должен я быть доволен, а как-то неуютно я себя чувствую. Вот, ерзал все время. Или с непривычки, что ли. Не знаю. Но это не как печка греет. Вот, лежишь на печи иногда, да, тепло, приятно. А это другое тепло какое-то. Какое-то химическое, что ли, тепло. Ну, не настоящее, что ли, не живое. И мне как-то... Или с непривычки, может, еще привыкну. В общем, эту жилетку советую, конечно, всем. И ссылку, где я покупал, я оставлю под видео. Жилетка хорошая, вот так. Ну и еще съездил, как вы видели, к дяде Мише съездил, он там работает, дрова пилит в соседке. У него там сломалась пила немножко и заказал в интернете там запчасти. Вот сейчас пойду пообедаю, да, пойду запчасти буду заказывать ему. Ну, в интернете найду, что найду, что не найду, там уже потом разберемся, так сказать. Вот так. А я, как уже сказал, буду обедать сейчас. Голубцы такие домашние Маша сделала. Свинина-то покупная, она тоже из своего, ну, из домашнего хозяйства. Вкусная. Вот так. Вот такие прогулки. Умка до сих пор нервничает там. Она хотела прогуляться. Ну, она видит, что я выезжаю, когда она всегда так, ну, думает, что на прогулку идет, ух, радостная, а потом не возьмем, потом ругается. Ну, ничего. Ладно, все, буду заканчивать, друзья. Вот такое видео. Хочу сказать, кто впервые попал на канал, ну, попросить подписаться там, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Для каждому подписчику, каждому гостю канала я очень рад. Ну, это поддержка канала, и канал развивается, видео смотрят, если... Значит, все не зря, и у меня интерес проявляется. Спасибо, кто смотрит и, ну, участвует комментариями, лайками, даже просто просмотрами. Очень приятно, так сказать. Все, всем пока, всем до свидания, до новых видео, друзья.